Сегодня стала известна программа международного фестиваля театров тюркских стран «Наурус». По традиции он проходит в июне на нескольких площадках города, включая и набережное озеро Кабан, где несколько лет назад совершили обряд камлания, то есть изгнание духов по-якутски с участием настоящего шамана. В этом году «Наурус» отметит 15-летие и пройдет в очном формате. Так, во всяком случае, надеются его устроители и театры, которым впервые придется покинуть свои территории после пандемии. Подробнее в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Театральная жизнь в эти дни не замолкает ни на минуту. В интерьерах Камаловска идет работа над новой мелодраматической историей. Горожане в ожидании гастролей башкирской драмы, где в третий раз в нашей столице будет показан золотомасочный спектакль. Зулейха открывает глаза в интерпретации чрезвычайно востребованного екатеринбургского драматурга Ярослава Пулиновича. Передвижение постепенно, маленькими шажочками они началось. И я думаю, к июню месяца все будет хорошо. Среди участников Науруза 2021 года коллективы из нашей республики, Республики Саха-Якутии, Хакасии, Казахстана, Туркменистана, Республики Тыва и Азербайджана. В качестве хедлайнера рассматривается прилет одного из драматических театров Ирана, а есть и такое название – Государственный театр коренных малочисленных народов Севера. В этом году фестиваль посвящен северным тюркам, это хакасы, алтайцы и Тува. В этих регионах по одному, максимум два театра. Мы пригласили из Хакасии 2 театра будут. Естественно, они яркие костюмы и интересные постановки будут привезены и показаны зрителям. Якутский след в республике связан с приездом выдающейся актрисы Степаниды Борисовой и атмосферы мистики и шаманизма. Кстати, гости издалека покажут свою очередную премьеру именно в Казани, где будет сосредоточена интересная актерская и жизненная амплитуда поведения, как на сцене, так и вне ее. Есть один нюанс, когда декорации к спектаклям производятся в стенах театра Мегаляскара Камала. Это обусловлено транспортировкой трудоемких и тяжелых спектаклей, поэтому часть декораций приходится доделывать здесь. Таково театральное правило, и оно не вызывает никакого ужаса. География, как вы сказали, там чуть-чуть иная, и привести всю декорацию не получается. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Дженко, телеканал «Эфир».